Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чему пришло время? Чем будет удивлять вас судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, чему пришло время, и на то, чем удивит вас сама судьба. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, лодка. Лодка. И вы плывете в этой лодке. К шансу плывете, к какой-то невероятной возможности. Судьба удивит вас тем, что вам дороги откроются. У кого-то в прямом смысле слова движение, да, куда-то поехать, где-то побывать, что-то получить, обрести, воспользоваться тем, что дает судьба. Воспользоваться тем, что было дано другим. Может быть, вы на кого-то смотрели и думали, да как так, да? Вот какие люди счастливые, везучие, да, у них все там получается, они классную работу находят, они там с жильем вопрос, там элементарно в лучшую сторону решают, да, там встречают свою судьбу, любовь свою находят. А со мной что не так? Почему я ничего не могу? Почему у меня все закрыто и перекрыто наглухо? Вот смотрите, какая огромная лодка, вы в ней. И вы буквально вот у своего огромного шанса. А этот шанс, он какой-то грандиозный. Таких шансов еще у вас никогда не было. То есть этот шанс, он буквально как такой, знаете, большой куш. Как выиграть самый большой приз, не знаю, в лотерею. Как выиграть эту жизнь, понимаете? Вот так мне идет. Ну, вы сами видите, да, какой огромный жезл здесь показан. И он как будто бы еще и с веточками, да. То есть там прям очень всего много. Либо вы получаете что-то якобы одно, а по итогу получается там много всяких возможностей. Слушайте, ну в добрый путь, тьфу-тьфу-тьфу, воистину да будет так, так оно и будет. И еще, мои хорошие, у кого, ну вот любовь на расстоянии, отношения на расстоянии, дороги были закрыты, либо были такие непреодолимые препятствия, что вы уже там за голову брались и говорили, да, наверное, уже это конец, да, либо, наверное, уже ничего не будет. На самом деле судьба вас так удивит, как никогда еще не удивляла. Вот эти ваши непреодолимые препятствия, они просто вот как карточный домик разлетятся, будут разрушены. Как будто бы, знаете, лягут эти препятствия. И будет ровная дорога, ничем не замусоренная, просто вот иди и бери. То есть у кого-то восстановятся отношения, а у кого-то наконец-таки получится объединиться, быть вместе, любить, строить семью, быть счастливыми. Очень хороший знак. У кого-то, да, любимый едет, либо вы к любимому поедете, но вот будете вместе. А этот жезл — это начало вашей новой жизни. То есть то, что к вам придет. Дальше. Пришло время посмотреть людям в лицо и в душу. Да, возможно, вы прекрасно видели лица тех, кто вас окружают, но вы не видели душ этих людей. Да? То есть многие люди могут злоупотреблять тем, что они надевают на себя маски там, благородства, доброты, либо наоборот там, строгости, либо там, злости. Вот. То есть человек может выглядеть не очень и вести себя не очень, а по итогу это хороший человек. И также человек там улыбается, лебезит, подлизывает, а по итогу это сволочь. Да, там клейма негде ставить. Особое видение, либо маски начнут срываться и просто как листья с деревьев осыпаться. То есть люди, каждый, вот кто в вашем окружении, кто рядом с вами, будет показывать свое истинное лицо, будет показывать перед вами свою душу. И тут, знаете, события с левой стороны, и показан ваш шок. Шок. Вы будете в шоке от того, как все перепутано, от того, как много людей играют роли, носят эти маски, от того, как много людей
носит на себе не маску, а, например, броню. То есть человек может быть хороший, но человека обижали в прошлом, и человек надел на себя броню строгости, неприступности. А по итогу душа-то и сердце очень мягкое, доброе, светлое. Ну и также всякие лицемеры, вот эти подхалимы, люди ехидны, да, которые только лишь прикидываются добрыми, а по факту отвратительные, ужасные и самые злобные твари в мире. Вот у вас тут прям культурный шок от того, что вы понимаете, видите в других людях, в тех, кто вас окружают. Тут не только там, друзья, приятели, работа, коллеги, да, соседи. Тут еще и родственники перед вами откроются. Вот как мать родила, так и откроются, понимаете? Все про всех узнаете, все про всех поймете. И я вижу, что ваше окружение будет очень меняться, значительно будет меняться от каких-то людей, от контактов с какими-то людьми. Вы прям категорически откажетесь. И, ну, конечно, для людей этих будет непонятно, почему вы так поступили, но для вас это будет все ясно. То есть вы понимаете, что вы не хотите общаться с очень подлыми, коварными людьми, чтобы они вас окружали. С кем-то вот связи разорвете, и это не один человек, это несколько людей. Но при этом с другими людьми вы, наоборот, сближаетесь, потому что люди окажутся очень хорошими, очень преданными. И даже если не просишь, человек придет, там, поможет, подскажет, поддержит, да, проявит инициативу. То есть это будет и приятно, и неприятно одновременно. Но с другой стороны, я так понимаю, что судьба дает вам этот шанс, чтобы вы прорядили тех, кто вас окружает, да, чтобы вас все-таки окружали хорошие люди, такие же, как вы, благородные душой, помыслами, да, вот такие люди будут вокруг вас. Дальше, мои хорошие, судьба вас удивит, ну вот как-то с деньгами что-то мне идет. Деньги, получать деньги, зарабатывать деньги, от кого-то получать деньги. Тут какие-то странные источники дохода. Я не понимаю, что это, но это прям не всем доступно. Вот не каждый может это получить, а вот именно вы получите. Вы это заслужили, вы это заработали, потому что вы никогда не жадничали, вы всегда были щедры. И были такие моменты, когда вы последние отдавали. За это вам такие источники идут. И то, что там другие люди за всю жизнь понять не могут, вам будет дано. То есть по итогу все мечтают о том, чтобы деньги с неба сыпались, да, но, к сожалению, люди этого не могут получить. А в вашем случае приблизительно так и будет. Понятно, что не с неба, но тем не менее какие-то вот источники необычные дохода у вас появятся. Даже если вы их не ищете, но они все равно у вас появятся. И если вы переживаете за свое будущее, именно в материальном в плане, да, в финансовом плане, то вам не стоит переживать, вам не стоит. Деньги тут и накопить сможете, и собрать сможете, и жить ни в чем себе не отказывая. Да, вот за какие-то поступки, за добрые дела, за ваше благородство, за вашу душу без серебряника вам за это все пришло. Вот когда человек жаждет денег, он прям такой: деньги, деньги, коплю, собираю, отбираю. Вот у него деньги очень быстро заканчиваются. А если вот как вы, вам вот главное, чтобы все было хорошо, по-доброму, чтобы люди были хорошие, чтобы вот помощь свою оказывать. Без серебряника. Вот вам деньги сами придут. И вы потом еще будете, ну, надо же, да, удивляться. Кто бы мог подумать, что деньги можно так зарабатывать. Какие-то необычные источники дохода. Дальше, мои хорошие, судьба вас удивит тем, что тот, кто перед вами очень сильно виноват, будет искать вашего прощения. У кого-то даже отыграется, что это было там 10 лет назад. Ну, как пример, да, у кого-то 15, у кого-то и 20 могло быть. У кого-то совсем недавно произошло. Тот, кто вас обидел, ну, либо кто учинил ссору, будет искать вас и будет искать вашего прощения. Человек буквально вас чуть ли не преследует, по пятам ходит, ну вот прости, и все, конючит, да, прости, 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 я так не буду, давай все как бы забудем, ну что хочешь со мной сделать, там проучи, накажи, но только прости. Прям будет ходить, оббивать ваш порог, и еще мне идет, у кого-то будет преследование, да, человек, ну буквально за вами ходит, вы идете на работу, человек идет за вами, вы уходите с работы, человек идет за вами, человек сидит под вашим окном, либо на ступеньках у вашей квартиры, измором, да, берет вас измором. И все-таки вы простите. Человек вот таким своим поведением докажет, да, что вот мне больно, я все осознал, либо я все осознала.
Я вижу, что будет примирение. Будет человек, кто вас обидел, этого добьется. Сам же и обидел, сам же и добьется, сам же и помирится. Все-таки люди могут осознавать, да, люди могут меняться. У вас именно так произойдет. Дальше, мои хорошие. Судьба вас удивит тем, что на вас перстом своим укажет. Ну, буквально, да, кому-то укажет на вас. Очень похоже, что кто-то разыскивает человека, похожего на вас. Внешне, либо по характеру, по умениям, знаниям, талантам. И вот судьба на вас этому человеку укажет. Причем это может быть совершенно как-то спонтанно и неожиданно. Например, через каких-то знакомых. Либо вот случайно вы с этим человеком пересечетесь, разговоритесь, и человек скажет: о, а я искал такую, как ты, либо я искал такого, как ты. У кого-то отыграется, что вы когда-то там при царе Горохе где-то размещали там свои посты, либо что резюме свое, может быть, размещали. И там прошло уже много-много времени, и это резюме будет найдено. Вот как судьба на вас указывает. Вас кто-то найдет. Вы будете нужны этому человеку. Но и человек такой, знаете, благородный, похож на вас. Вас точно не обидит. У кого-то идет сотрудничество. В прямом смысле слова, да, вы будете работать на этого человека. А у кого-то идет взаимодействие. То есть объединяете усилия ради единой цели. Но судьба на вас укажет тому человеку. Да, не удивляйтесь. Судьба иногда так делает. Дальше. Кого зовут на букву А? Мужчины и женщины. Большая любовь, счастье в личной жизни вам идет. Буква А. Вы уже в паре, в браке. То есть у вас обновление идет, да, вашей истории любви. Либо вы в свободном поиске. Тогда вы свою любовь встретите. Судьба удивит, что так сильно можно любить. Либо что так сильно можно влюбиться, причем взаимно. Судьба удивит тем, что эти рассказы про половинки, да, что это все правда, что у каждого человека есть своя половиночка, и что ее можно найти, нужно искать. А если найти, то можно стать самым счастливым. Вот кого зовут на букву А? Кстати, еще на букву Л может отыграться. Но мне больше идет, что это буква А. Дальше. Кого зовут на букву Т? Но у вас явно финансовый вопрос закрывается. Что бы это ни было. У вас долги, кредиты, у вас нехватка денег, у вас какие-то безумные платежи, но у вас это закрывается. То есть проблема с финансами у вас закрывается. И вот еще у кого-то отыграется, кого зовут на букву Т, что вам кто-то будет помогать закрывать эти ваши финансовые проблемы. Но у кого-то отыграется, что вы и сами деньги обретете и вопросы эти все закроете. Дальше вижу покупку. Причем такая покупка очень дорогущая. То, что кажется немыслимым, нереальным в этой жизни. Вот вы будете покупать. Ну, кто-то купит сразу, деньги отдаст, а кто-то, может, даже в рассрочку будет брать. Или как это называется? Ипотека, да, по-моему, называется. Либо кредит, лизинг, может быть. Ну вот видишь, что вы купите. Купите, и от этой покупки у вас как будто бы, что-то меняется, как что-то щелкает, как крылья за спиной вырастают, и вы понимаете, что все возможно. В этой жизни все возможно. Ничего не заикайся, не зарекайся. Ты все можешь получить, ты всего можешь добиться, ты все можешь приобрести. И эта покупка, даже которую вы как-то не можете всем о ней говорить. Потому что люди не верят. Вы кому-то говорите, что вы купили там классную квартиру в центре города, в новом там каком-то классном ЖК. На вас смотрят и говорят: да ладно, не смешно, да, не смешная шутка. Люди даже верить не хотят. Но оно так и будет. И вы потом уже и не будете говорить. Разве что в гости будете приглашать, и тогда люди будут охать-ахать. И, конечно, восхищаться вами и вас хвалить. Вот кому-то идет покупка недвижимости, у кого-то, может, машина дорогая, у кого-то, может, какое-то оборудование, техника. Что-то вы будете покупать. Дальше судьба удивит какими-то находками, либо открытиями, знак медицины. Не знаю, может, какие-то чудо-препараты, может быть, какие-то медицинские технологии.
То есть что-то можно лечить и лечить достаточно быстро, недорого. И могут быть даже какие-то экспериментальные там лекарства, либо программы, в которых вы можете поучаствовать, ну, если есть такая необходимость. Либо если у вас на руках человек, который болеет, вы можете этого человека вылечить, потому что медицина не стоит на месте, что-то там открывается, что-то разрабатывается. И вот как попадете вы в такую программу. У кого-то отыграется, что это не конкретно традиционная медицина, может быть, это знахарство, может, да, это народная медицина. То есть там травками, приправками, там, всякими заговоренными снадобьями человека могут поставить на ноги. То есть не за все деньги мира, не за космические гонорары, а именно вот, ну, обычно там знахари сколько они берут. А в деревнях вообще там, по-моему, до сих пор продуктами берут. То есть вот шок от того, что вы столько много врачей обошли, вы так много денег потратили, вы столько много приняли медикаментов, отравляющих вашу печень. А тут всего лишь нужно было какие-то травки смешать, сделать это снадобье, этот отварчик, и все, пожалуйста, как рукой сняло, да, вот вылечились. Ну вот у кого-то идет момент исцеления, причем исцеление такое тотальное, а у кого-то у вас получится вылечить близкого человека, того, кто у вас на руках. Дальше, мои хорошие, ваш враг, у вас есть враг, причем враг, о котором вы только лишь можете догадываться. Враг очень хитрый, коварный. Человек достаточно близко к вам приблизился, но на этом человеке стоит морок. То есть вы не можете распознать. Можете думать на любого человека, на стол можете думать, на шкаф можете думать, но на этого человека вообще никогда не думайте, потому что человек себя мороком окружил. Но судьба вас удивит, она разговорит этого человека. То ли по пьяной лавочке, то ли через какой-то избыток чувств, переизбыток эмоций, то ли, ну вот настолько уже эта чернота заползла в душу этого вашего врага, что человек вот прям сам признается, что он вам враг, и приблизительно даже расскажет, что делал против вас. Какие там манипуляции, махинации, отравляющие действия, да, что человек делал. И мне идет, что это женщина. Даже если вы мужчина, то самый ваш главный враг — это все-таки женщина. Ну, для женщины, понятно, женщина. От этой информации вам будет не по себе. Ну, потому что сложно будет в это поверить. Никогда не подозревали. Никогда этот человек ни словом, ни делом не как кинул тень на свою личность. Поэтому сложно будет поверить. Но раз человек сам признается, куда деваться? Конечно, поверите. Зная имя своего врага, считайте, что вы там 95% уже своей победы получили. Ну, потому что морок не работает. Если морок не работает, то и защита у этого человека не работает. И я так понимаю, что этот человек очень сильно испугается, что сам себя выдал, предал. И от испуга, от переизбытка чувств просто вот умоет руки, пропадет из вашей жизни. Но это не значит, что человек останется безнаказанным. Нет, ни в коем случае. Наказание этого человека постигнет, обязательно постигнет, настигнет и постигнет. И уже этот человек никуда не денется. И от кары небес этот человек никогда и никуда не денется. Вот и все. Но вы как-то знаете, как шок пройдет, я не вижу в вашем сердце какой-то злобы, агрессии, я не вижу обиды какой-то чрезмерной. Просто да, все равно мозг отказывается воспринимать, что вот мой главный враг — это вот она. Такой, ну нет, ну не может такое быть, ну не может такое быть, да. То есть поэтому, скорее всего, не будет таких эмоций. Но с другой стороны, и желания не будет там наказывать и мстить, а за это высшие силы всегда накидывают врагам, когда мы не хотим сами по себе и мстить, и их наказывать. Да, руки вы не испачкаете, это 100%. Но судьба удивит тем, что развяжет язык вашему врагу, и человек сам во всем сознается и признается. Так, еще у кого-то кармическая отработка идет полным ходом. Но вам кажется, что на вас какая-то порча, негатив. А это всего лишь кармическая отработка, да? Вы там, наверное, ходили по бабкам, по деткам, всяким магам, этим, кем, как они только себя не называют. Недавно там не одна попалась,
квантовый алхимик. Это прям вообще дичь какая-то. Не знаю, как люди обладают такой фантазией и придумывают такие вещи. Ну, неважно, не суть. Вот вы в разные места ходили, вам там и снимали, и отливали, и выливали, и перекладывали, но ничего не помогало. Не помогало, потому что у вас не было порчи, у вас была просто кармическая отработка. Отработка за прошлое, отработка за проступки вашего рода. Ну, мы, конечно, не помним, да, люди не помнят, когда рождаются заново. Но это все есть, потому что никакие деяния, ни мысли, ни действия никуда не уходят. Они просто вот висят над нами, висят долгами. И вот я вижу, что какой-то умный человек вам конкретно скажет, в чем ваша проблема, в чем причина ваших неприятностей. Вы сначала не поверите, а потом вот задумаетесь, сопоставите там всякие моменты и поймете, что таки да, это карма. Это карма. И почему-то мне идет, что вы очень порадуетесь. Порадуетесь, что это не порча. Скорее всего, вам много раз говорили, что вам там порчу насмерть делали. На самом деле это бред и ерунда. Ничего вам такого не делали. Вот это просто была кармическая отработка. И я так понимаю, что вы ее успешно проходите. Кто-то уже практически прошел, кто-то еще чуть-чуть и пройдет. Вот какой-то умный человек вам об этом расскажет, как просветит вас. Ну, судьба знает, кого отправить в нашу жизнь, чтобы дать нам важные и нужные подсказки и поддержку в тот или иной период жизни. Так, еще судьба кого-то удивит аистом. Видите, вот он аист, такой красивый, ноги длинные. Ну, аисты обычно прилетают, когда наступает беременность у вас, либо у кого-то из ваших дорогих и близких людей. Это первый момент. Второй момент. Если у вас есть неразделенная любовь, и вы почему-то с этой любовью попрощались, либо сами себе придумали, что больше ничего не может быть между вами. То есть тогда аист — это ваш возлюбленный, либо возлюбленная, человек вашего сердца, вашей мечты. И этот человек сам к вам проявит инициативу, будет прокладывать путь, да, будет добиваться вас. Ну, либо наконец-таки примет судьбоносное решение, и все у вас будет хорошо. Счастью быть. Вот почему-то мне идет тема с беременностью, особенно, наверное, для тех, кто уже отчаялся, либо те, кто прям не ждет. Вы думаете, да все уже, какая беременность, не будет. А нетушки, прилетит такая прекрасная птичка и лялечку вам принесет. Так, еще судьба вас удивит тем, что вам не с кем будет бороться. Но вот в каком-то таком периоде жизни окажетесь, когда нет человека настолько безумного, смелого, кто бы мог бросить вам вызов. И вы понимаете, что вот она, спокойная и тихая жизнь, да? Вот она, жизнь, когда не нужно там напрягаться, носить броню, быть готовым отразить атаку. Но вот как закончится сражение, может быть, вы чего-то добивались, да, вот там, от чиновников добивались, допустим, ходили там, обходили все пороги, стучали во все двери с прошениями, с жалобами, с предложениями, вас не хотели слышать, вас футболили. Вот вы боролись, вы отстаивали себя, свои права и свои желания. А вот тут раз и все решилось. И вы такая, ой, скучненько. Что ж такое? Почему так скучно жить? Но с другой стороны, к такой скуке очень хорошо и быстро привыкаешь. Да? Это называется тихая, спокойная жизнь. Это то, что вам устроит судьба. И это время у вас прям совсем не за горами. Дальше с левой стороны показывают верблюда. Сидит мужчина и женщина рядом. Но женщина, она как бы впереди мужчины сидит. Благодаря женщине, либо веры женщины в мужчину. Может быть, женщина что-то делала, с кем-то договаривалась, там, не знаю, молитвы читала. Мужчина станет хозяином верблюда. Верблюд — это прям серьезный такой момент. Это всегда про хорошие деньги, это всегда про статус человека, особенно в турецком гадании. Верблюд — это прям совсем манна небесная, да. Считаю, что уже практически падишах.
Да, человек, хозяин верблюда, это очень богатый человек. Но вот в современных реалиях этот верблюд, он очень часто проигрывает, как сделать карьеру. Причем карьеру какую-то прям безумно головокружительную. То есть буквально за 1 год человек может пройти путь от какой-то прям совсем номинальной должности до, там, не знаю, управленца, топ-менеджера, да, вот как-то так. Но работать, конечно, придется много и тяжело. Но с другой стороны, перспективы, они перед глазами. То есть человек понимает, ради чего он, извините, 5-ю точку рвет, да, чтобы на верблюде кататься. Но вот тут все благодаря женщине. Если бы не было этой женщины, мужчина ничего бы не добился. Возможно, мужчина — это ваша жена, любимая женщина. Возможно, это ваша любимая мама. Возможно, это даже дочь ваша любимая, которая молится за вас. Может, даже какие-то обрядики проводит, да, ритуальчики делает. Может быть, даже с кем-то там разговаривает, договаривается. И мужчина все-таки на верблюде, да, но женщина впереди сидит. Все благодаря ей. Судьба удивит тем, что все-таки на верблюде кататься. И удивит тем, что мужчина женщине будет благодарен. Вот прям никогда не забудь, что это все благодаря женщине. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.